В апреле месяце было завершено освобождение Крыма от нацистов, было восстановлено, собственно, советское правление, и практически сразу началась традиционная практика по зачистке территории от тех элементов, которые сотрудничали с нацистами. И тут, кстати говоря, вот тоже интересный факт. Считается считается серьезными историками, что приблизительно 15-16 тысяч крымских татар было коллаборантами. Из них 9 тысяч ушло вместе с немцами. Так вот, до депортации со второй половины апреля по первую половину мая было арестовано 6 тысяч крымских татар. То есть практически некоторые сталинисты пытаются представить действия Сталина как защиту крымских татар, что вот не все пострадали, могли бы пострадать все. То есть крымские татары якобы было бы возмущение, но в реальности большая часть коллаборационистов, они либо ушли с немцами, либо погибли. И вот та часть, которая сотрудничала с немцами, большая часть этих людей была арестована. Понятно, что среди них были, как всегда, советские карательные органы действенные и невинные люди, но большая часть их была арестована сразу до депортации. Поэтому все, кто оставались на местах, это абсолютное большинство женщины, дети, старики и люди, которые не участвовали активно в сотрудничестве с нацистами. То есть и жены, и дети советских бойцов, и погибших в борьбе с нацистами людей, вот они оставались. И НКВД подготовила записку, о которой я говорил. Берия направил Сталину, где он говорил, что якобы есть факты массового коллаборационизма крымских татар, и это необходимо в связи с этим провести депортацию. 11 мая Государственный комитет обороны СССР принял постановление 58-59 СС о крымских татарах, в котором предписывалось выселить крымских татар с 18 по 20 мая, что, собственно говоря, и произошло. Была проведена большая операция, были десятки тысяч вооруженных советских солдат отвлечены от войны собственно, с нацистами и от борьбы с реальными шпионами на преступные действия по тотальному выселению коренного народа из Крыма. И началась, собственно, новая эпоха для крымско-татарского народа выживания в условиях уже мест выселения.